красиво трогается. И упражнение «Змейка». Детское кресло установлено, стакан с водой тоже на месте, водитель пристегнут. Далее конкурсанту нужно выполнить упражнение «Змейка», то есть проехать зигзагом, объезжая конусы. Рустам Беков без проблем справляется с этой задачей и переходит к следующей – заезду задним ходом в бокс. Каждый участник конкурса должен пройти трассу, состоящую из элементов «Змейка», передним и задним ходом, параллельная парковка, бокс, разворот в ограниченном пространстве, бордюр, повороты на 90 градусов передним и задним ходом, стоп-линия. При этом нужно помнить, что на крышу установлен стакан с водой. Все просто. Меньше воды пролил, больше баллов получил. Водитель с большим стажем Рустам Беков без особых проблем одну за другой выполняет все элементы. Ну вот последний из них, бордюр, преодолен, и можно остановить секундомер. Судья конкурса, а заодно и руководитель проекта проверяет объем воды в стакане. И, как выясняется, конкурсант не пролил ни одной капли. Увез 250 грамм воды и довез их до финиша в таком же объеме. Ни капли не разлил. Если верить весам, хотя, по-моему, там что-то есть, немножко напился. Но... лишнее было. Бонус, ну ладно, 250. Рустам, пока выполнял упражнение, не задел ни одного конуса, что принесло ему максимальное количество очков по выполнению элементов. Но вот со временем немного подкачал. Нужно было уложиться в 4 минуты, у него ушло 6,5. И по итогам конкурсант набирает 26 очков и открывает сегодняшние соревнования. Да ладно, хлоюш, хамдат, но кизик нервничать дешь поужинер. Отшун игр хала мала этапер. Да сух игр хала этап, бس хал зели змейк тачва задами уарол, из хал этап хамдат. Задев несколько конусов, через 7 минут 40 секунд после старта подъехал к финишу второй конкурсант. Чингисхан Хугоев более 20 лет водит машину, последний из которых провел в качестве водителя такси. Он также, почти не пролив воду, завершил конкурс. خل حمدات просто تعتر خلر كذا كونس حشوس خل خلر تاخو تشق ديالرس كذا خلا خدم وشورنو أحت دق أدوم أحت خلر ديك شق زين شو ديك خسرت ديك مربراتي. Помимо практической части в конкурсе есть и теоретическая. Прежде чем сесть за автомобиль, конкурсантов проверили на знание правил дорожного движения и закона о такси, а также они ответили на вопросы про историю и достопримечательности Ингушетии. Каждый таксист должен знать это про свой регион. От уровня знания, владения профессией людей, которые работают в этой отрасли, зависит помимо качества услуг, которые они оказывают населению, в том числе и впечатление любого гостя, любого туриста. Потому что первый практически, с кем они сталкиваются, это человек, которого они вызвали для того, чтобы их доставили с одной точки на другую. Это таксисты, соответственно, знание их культуры, обычаи, традиции, естественно, навыки вождения, культура речи, культура общения. Это очень многое значит для восприятия нашей республики, ингушского народа. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому мы стараемся и будем в дальнейшем проводить подобные мероприятия, чтобы популяризировать эту профессию, чтобы выводить тех, кто работает в этой профессии, на более высокий качественный уровень. Это уже 5-й конкурс, в котором выявляют лучшего водителя такси. Ингушетия впервые присоединилась к состязаниям. Победитель регионального этапа в следующем году примет участие во всероссийском, где поборется за главный приз 150 тысяч рублей. Мы планируем набрать 32 финалиста по 32 регионам нашей страны. Почему такая цифра? Потому что в финале ожидает участников групповой этап и плей-офф. Практически то же самое, что сейчас происходит на чемпионате мира, тоже будет происходить в финале конкурса «Лучший водитель такси». Пройдет он в мае следующего года. Место проведения финала пока не определено, поэтому здесь пока еще это тайна, но до конца года мы обязательно объявим. Лидеров регионального этапа будут выявлять по сумме набранных очков теоретического и практического этапов. Они получат денежные призы. В целом призовой фонд, который разделит победителей, составляет 30 тысяч рублей. Муслим Ганиев, Ахмед Горбаков, Новости 24.